Габбасов. Пока изолят не достану. Путинский режим упрямится и усидит точно в этот раз до самой смерти Путина. А это может произойти примерно через 10, 15, возможно 20 лет. Сторонникам независимости Башкортостана в этом во всем, как ни странно, больше плюсов, чем минусов. Есть надежда, что население республики, вне зависимости от национальности, но больше, конечно же, башкиры, прозреют и наконец-то осознают, что пора рвать с этой кровавой, нищей, вечно воюющей, вечно угнетающей свой собственный народ страной и обретать пора независимость. Ну да, тут сегодня то, что он говорил, там 12 минут от этого, 1 минута. Салам, брат, ты откуда ты еще все такие выводы делаешь? Какие выводы? Я не понял. Задай вопрос, ответим. Выводы, не выводы. Свободу угнетенным республикам и народам. Волга. Где чалишься, братишка? В психушке сижу. Я же ответил до этого. В психушке. Так что вот время, как говорится, дают мне в психушке посидеть. Вот сидим. Вот так вот. Так что приходи, вместе будем вести эфир. В этой психиатрии надо же как-то бороться, блядь. Так, ладно, идем дальше. Так, средняя взятка, инсайдер Башкортостана, тут что-то вытащили. Средняя взятка в Башкирии чуть меньше, чем цена поддержанной машины. МВД Башкирии обнародовала данные 24 года, средний размер взятки составил 131 тысяч рублей. Нихуя цены поднялись там, блядь, нихуя, блядь. Ну что сказать, почти как зарплата некоторых местных чиновников, только вот в конверте и без налогов. Но самое интересное, это как они вычислили эту среднюю сумму, что сравнивали 5000 рублей в конверте, что-то вроде благодарности за выполнение поручений, и с парами миллионов на тендерах. Врачебные махинации за пару сотен и покупка тендера на госуслугах. Звучит, как если бы кто-то пытался сопоставить красный и зеленый чай, оба напитки, но один явно ценится больше. Понятно, чистая такая демагогия насчет... А я уже хайван на много обладателя. Что они там пишут, сука? Тебя же происходит отпустят глупенького. Ой, блядь. Пошел нахуй, уебок. Происходит нахуй, блядь. Война ради ресурсов. Да, этих хуев надо заблокировать все, блядь, заебали нахуй. Так. Думаю, чего так не шит, это дебилы нахуй, пишут, блядь, одни и те же сообщения, блядь. Идем дальше. Крупные российские производители массово подделывают молочную и мясную продукцию. О, ну да. Скоро, как вы там говорили, в Европе кузнечиков кушают, блядь, еще что-то там, блядь. А у вас что там, блядь, с молоком? А? Что-то, блядь, с коровами-то происходит, нахуй. И мясо куда делось, нахуй, а? Что, блядь, нахуй? Мало человечины, нахуй? Жрать нашу человечину проблем нет, нахуй, как в Ленинграде, нахуй, блядь. В каком-то году, блядь. Производители экономят, добавляя молочку растительные жиры, а в мясо крахмал, камедь и другие примеси, пишет Шот. Нихуя себе. Нарушение увеличенный мясокомбинат Атяшевский, ДНК курицы в ветчине, дубки, крахмал и камедь, докторской колбасе. Фу. Русмолпродукт, немолочные жиры и сметане, и Русмолоко, поддельное сливочное масло. Да это давно было, нахуй, даже при мне было, нахуй, блядь. Невозможно, блядь, сметану брать, нахуй. Берешь сметану, короче, ниже, допустим, простоквашино или чего-то, нахуй, берешь, там как будто, знаете, блядь, жрешь мел, блядь. Я хуевал, блядь, нахуй, блядь. Вот просто поражался, нахуй. Особенно так дерьмо было, не знаю, какая фирма уже, не помню, 100 лет, нахуй, уже. Нет, там нет. Ну, подобие пятерочки, нахуй, блядь. Ну, хотя бы среднее в перекрестке надо что-то покупать, нахуй. Но не ниже, блядь, простоквашино, блядь, или там домик деревни, блядь, ну не ниже, блядь. Если ниже этого, все, ты жрешь мел, нахуй, с алебастром, блядь, типа сметаны, блядь. Представляете, да? И потом говорят, нахуй, Путлер этот сраный говорит, блядь, не, у нас же, нахуй, блядь, все свое, нам не надо чужое, блядь, все свое, нахуй, блядь. Охуенно, да, блядь, нахуй. А когда, блядь, вот это санкции были, этот Путин, их же разоблачали тоже, блядь, вам напомню, уж тема зашла такая продуктовая. Путлер пидорас, когда из Беларуси, там, из Латвии, когда заезжали, блядь, польские яблоки, лет 5-10 назад, грубо говоря, когда эти санкции начались против этого гандона, тогда он гандон, нет, эти фрукты, нахуй, брать, блядь, раздавать в тюрьмы, там, блядь, детдомы и так далее. Он гандон, оказывается, все это, блядь, растаптывал, сжигал, блядь, нахуй, это все он забирал и там же уничтожал, блядь. Понимаете, блядь, он туда подвез, нахуй, всякие вот эти, если представили, как снеготопку, нахуй, как в Москве устанавливают снеготопку, нахуй, там, блядь, везде, кидают туда снег и растапливают. А там, блядь, они ставили такие, блядь, поеботины, типа мусорные баки, огромные, блядь, контейнеры, где растапливали, ну, блядь, ну, сжимали, нахуй, до талого, нахуй, яблоки, нахуй, ну, короче, полностью уничтожали всю эту продукцию, блядь, которая заходила с Европы. А потом говорили, а вот они же нам санкции сделали, вот они же нам что-то сделали, блядь. А это все эти пидоры все делали, оказывается, нахуй. Понимаете, блядь, нахуй, готовую продукцию из Европы конфисковывали и вот эту хуйню маялись, блядь. А потом очень много конфискат магазинов появилось, блядь, в Москве, Подмосковье, везде, блядь, нахуй. И там они продавали вот эти конфискованные вещи, нахуй, блядь. Я тоже не понимал, что такое. Таможенные вещи, туда-сюда, вот эта хуйня, да хуя начала становиться, блядь. А это то же самое. Это то же самое. Они все брали наше, то, что заходило с Европы, или откуда нахуй, все конфисковывали, нахуй, и ставили магазины такие, нахуй, конфискат, нахуй, и продавали. Понимаете? Поэтому здесь, нахуй, из той категории, нахуй, искусственный голодомор в Башкортостане, искусственный голодомор в Казахстане. Вот из этой категории, понимаете? Доктрина одна и та же, блядь. Это сталинская хуйня, старая, сталинская накалка, закалка, блядь. И этот Путин, нахуй, начитанный гандон, блядь, как говорится. Вот такой вот басни, нахуй, Крылова он читает, блядь, и, как говорится, это создает реальность, нахуй, приводит это в реальность. Вот и все. Поэтому тут нехуй удивляться молоко, мясо там и так далее. Я же говорю, скоро крыс не останется, нахуй, как в Ленинграде, нахуй. Скоро вы уже крыс будете жрать, нахуй, в колбасе и везде, нахуй, и, ну, хотя бы, как говорится, кожуру, так скажем, кожуру, блядь, шкуру, нахуй, надеюсь, будут снимать, нахуй. А хвосты, наверное, точно вы найдете. Идем дальше. Вот. Только за прошлый год в России закрыли не меньше 160 государственных больниц. Сейчас под новую волну оптимизация попадает в больницы и фельдшерские пункты в небольших поселках и деревнях. Таких было закрыто не меньше 40. Люди в итоге остаются абсолютно без медицинской помощи. Ведь такие населенные пункты порой даже нельзя вызвать скорую. Само собой. Само собой, нахуй, блядь. Вот так и происходило, блядь, нахуй, и, помню, с моим отцом, блядь. Когда у него был, ну, так скажем, последний день, его пока, как говорится, везли в Уфу, он, получается, по дороге уже скончался.
итог в чем? Итог, блядь, что в районах, в регионах, блядь, нету компетентных врачей, блядь, нахуй, которые бы на месте могли бы, блядь, проводить, нахуй, шунтирование, проводить, нахуй, блядь, всякие работы по тромбозу и так далее, блядь, нахуй. Вот и думайте после этого, нахуй, блядь, почему в Петросии, блядь, нахуй, не только, блядь, дохнут люди на войне, блядь, а дохнут просто из-за того, что, блядь, нахуй, нет больниц, блядь, нет врачей, нахуй, и так далее. Потому что нормальный контингент, все уже съебались, нахуй, в Америку, и там тусуются и живут нормально, блядь, потому что и здесь им выгодно, и в то же время их ценят здесь, нахуй, и зарплаты хорошие. А в Петросии вообще все жопа, нахуй, и через одно место все растет, блядь. Поэтому в будущем новом Башкортостане и новом Татарстане будет, как говорится, все по-человечески. Врачи и все будут получать хорошую зарплату, и все, которые, блядь, даже захотят уехать, они уже могут точно передумать из-за таких же зарплат, и плюс они будут жить в своих домах, как говорится, в своих домах, не будут уезжать, родственники рядом, все будут башкорты, татары и так далее. Вот примерно так. Поэтому мы должны эти условия реально создать. И у нас, так скажем, блядь, богатство Башкортостана с Татарстаном этому позволяет. И в идеале, как я всегда говорил, школы и больницы и так далее, все должно быть бесплатно. В больницах, получается, вся амбуланция и так далее, блядь, начиная, блядь, с нуля, блядь, заканчивая нахуй какие-то операционные действия, должно производиться за счет государства. Нихуя ничего не должны брать. Со стоматологией то же самое. Все оно должно оплачиваться государством. Они должно быть все переведено на бюджет. Бюджетная система, ну, как бы государственная социальная система. А у каждого клиента, так скажем, должен быть, вот как у нас здесь, социальная помощь. Это, ну, блядь, медицинская страховка, само собой. И она должна покрывать всю работу этого человека больного, так скажем, да, реально, если он болеет, короче, ему должна быть стопроцентная нахуй отдача от государства. Нихуй, блядь, нахуй говорить, чтобы он вот столько платит, он столько должен заплатить, то все, этого не должно быть. Все должно быть за счет государства. И это будет именно нонсенс для всего, нахуй, в земле, наверное, даже в мире такого нет, нахуй, блядь, я не знаю, нигде не слышал, что бесплатно что-то было. А вот Башкортостан должно быть бесплатно. Вот Башкортостан и Татарстан, особенно, должно быть бесплатно все. И это у нас позволит наши богатства. Вот и все. Читаем дальше. Ликвидируют самые разные медучреждения, например, невзирая на призывы власти усиленно рожать. Усиленно рожать. За 2024 год, который был объявлен годом семьи, в стране были закрыты 18 роддомов и как минимум 10 детских клиник. Пиздец. Причина проста и одновременно возмутительна. Нет денег. Больше трети бюджета Россия тратит на преступную войну, из-за этого приходится сокращать расходы на медицину. В 2025 году только прямые траты на войну составляют рекордные 3,5 триллиона рублей. Понимаете, блядь? А на силовиков еще 3,5 триллиона. А на здравоохранение всей страны было с барского плеча выделено лишь около 1,8 триллиона. Представляете, нахуй, блядь? 1,8 и там 13. Грубо говоря, 10-кратный нахуй расход, блядь. Добавить еще 3,5, как раз 16,5 получается. Грубо говоря, блядь, нахуй, тут 1,8, блядь. Получается, нахуй, 8-кратное, если там 16, грубо, 8-кратный, нахуй, блядь, нахуй, уменьшенном размере, блядь. Ну, короче говоря, сосите нахуй, вот и все. Говорят, только сосать нахуй, не болеть. Так, идем дальше. Вот здесь что она говорит? Акштағы яушәүші башқұрт активисті Айгүл Ғимранова лай онынан әнесінде тінту үзген. О, Азатлык радиосы яланында. Бүгін 20 февральда иртәнге якты сәяси мөхаҗир журналист Айгүл Ғимранова лай онынан Башкортстанда яшәүче 87 яшьлек әнисендә тінту үткән. Тінту белән Русия федераль иминлек хезмәтенең ФСБ Башкортстандагы идарәсе хезмәтләре килгән. Бу хакта ул үзенең телеграм-каналында хәбәр итте. Һаумыгыз, сәлам барлык кала. Тагын бер экстренный мөрәҗәгать. 1942 елда минем картатаемда инәемнең атагын немец һәм япон шпионы дип репрессировать иткәннәр һәм ул кире кайтмаган. Картатайма 33 тирәһе була. 22 яшьлек картнаем, 2 балага кулда, өченчесе корхакта торып кала. Берүгә үстерә шул балалардан. 5 яшьлек инәем, беренче бала була. Һәм инәемнең хәтерендә аталарын алып киткән следователь килеп, өйдә актарып, базга төшеп, баздан нимә эзләйһең дип карастан, теге тапшыру аппараты, тавыш тапшыру аппараты эзләп дип әйткәннәр инде, рация дип. Эзләп, картатаймда халык дошманы итеп суд иттеләр. 57 статья буенча. Һәм менә хәзер инәемә килгән 2 апрельдә, 2 көнлегә үлеп киттеләр инде, инәем булган гомерле. Икән әле акылында, намазын калдырмай. Үзе әйткәнчә, сәхих булар битмәгән. Инәем икенче мәртәбә шундай обыска дусар булды. Бүген иртәнсәк мин уянгастан телефонда тикшерәмен, апаемдан бик күп шалтыратулар килгән. Апаем әлеге вакытта инәемне карай алды. Мин башта кудым алынды, инәем үлеп киттеме икән дип. Шуннан унлап шалтырату булган, видео, аудио шалтыратулар WhatsApp'тан. Мин шуның апаемдан голосовое сообщение дип инде. Тыңлагастан аңладым. Уфа ФСБнан килеп, судебное решение бар уже, постановление об обыске инәемнең өендә. Шулай тикшерү кергәннәр, нимә эзләгәннәр. Апаемның күзләре буенча шкафтарда актардылар ди. Инәемнең хәерлекләрен, теге кәфенлекләрен актарганнар, киемнәрен. Шуннан без тала эшләгән вакытта төшкән фотографияларым тройны рамкада. Рамкаларда шуларга алып киткәннәр, берен алып калдым тиенде апаем әйтә, хәзер алып китәгез, бирмәгез. Туганның истәлеге берәү дә юк дип, апаем алып калган. Ниндидер видео күргәндер, улмы дип апаем мине танымаган, чөнки бер яктан яхшы туганнарга үзеңнең генә белән шөгыльләнгәнеңдә, кайда йөргәнеңдә һөйләмәү, аңлавымча яхшырак булып чыкты. Чөнки исламда апаемда туганнарым белмәләр белмиләр. Минем каядыр юлга чыкканымды, кемгәдер барганымды, кем белән аралашканымды беркем белми. Буны дөрес, буны хак һәм апаем исламда мине танымаганда видеолау, һин түгел ахыры булды. Нинди видео икәнен аңлата алманы. Төп гаеп, нишләп ул украиннарны поддерживать итә дип карайлар инде, апаем белә инде аны. Нәйсен, бүген әйттем инде, чөнки справедливость был теге тигән һөйләгәндә хәтта үзләрдә әйтәшеп булмый. Справедливость, шуның өчен украиннарны поддерживаю. Чөнки һәр милләт, һәр халык үзенең үз билгеләнешен акларга тиеш, тотарга тиеш, көрәшергә тиеш шуның өчен. Шуның өчен мин украиннарның милләтләре белән дә яхшы мөнәсәбәттә һәм үзем милләтсез булгас, мин аларны яхшы аңлыйм. Менә шундый яңалык
минем алдагы өйдә булмаганга әллә күпме гомер нимә эзлиләрдер, әмма фотографияларны салып киттеләр дине. Һәм һорашканнар инде, касан китте ситкә, кемгә кияүгә сыкты. Хәтта теге туйда Кодагый Аврамның әсәһенең фотолары бар инде, аларга килгәннәр инде никахка. Шуларны да алдылар ди, һораштылар исемен ничек. Белмибез ди, алар белмиләр, ысынлап та. Кодагый, кода бәлки кода, кода. Теге исемнәрен хәтергә калдырмайлар һәм мин теге исемнәрен әйтеп йөришмим ди, тоже. Кызык, шундый хәл. Хаклыгыз, бер-берегезне хаклыгыз, яклагыз. Мин аңлаем, был хәлләрдән һуң хәзер инде минем искә бысрак ата башланасак, дискредитация ала башланасак, әгәр булырга кирәк, тугандарыма ла бер әйбер бар, без ысынлап та яңадан 30 еллар атагына кайтабыз, чөнки тугандардың хәзер килә алдынага тугандарымды Өфөгә фестиваль сакыргандар инде. Апайым бара алмый, мин инде ташлап китә алмыйм дигән. Ир тугандарым да агайларның барында, наверное, сакырдылар инде. Уларның балаларына ни булыр? Теге хәтерләгез, совет заманында сит илдә туганы булган кешеләр ниндидер каравыл астында була торган инде, хәзер шул самага итәбез ахры. Ай-яй-яй, нинди заманда яшәйбез? Менә шундый хәлләр, хәерле көндәр барлыгы ла. Көндәр йокларга ята тынычлыгы. Бирешмәйбез, ирекле Башкортстанда күчкәнгә тиклем. Что я могу сказать здесь? Если помните, я говорил когда-то Мин Үзем в прошлом году еще, когда еще я себя не показывал, я предупреждал аудиторию, родственникам, сразу заяву кидал, что это не их проблема, они не знают. На самом деле Миндата это шунты хуйня, она правильно сказала, что никто не знает об этом, они вообще не при делах, они даже не знают, где я, во-первых, блядь, они вообще в ахуе будут. И по всему Башкортостану, если где-то я уже сверканулся, если, да, ведь родственники, наверное, бы увидели бы, значит, до сих пор никто не увидел, мне никто еще ничего не писал. Значит, внутрь Башкортостана я не захожу. Это так означает. Значит, Башкортостанда меня никто не прокручивает. Башкортостанга, значит, получается похуй, блядь. И Кинчеден. Еще одна мысль пришла мне. Почему ее сейчас именно проснулись за ней? Почему именно про нее сейчас вспомнили? Вот про это что-то свежее, блядь. Давайте я его тоже в телегу закину. Это я, не знаю, что-то я не видел. Вот эта мысль пришла в голову, короче, моя. Знаете, какая? И помните, блядь, это Фариду Курбангалееву недавно, блядь, нахуй, стуканули, блядь, и ФСБ сказали, ну, типа, тоже, блядь, нахуй, иноагент, блядь, который в Праге, блядь. И теперь доебались до нее. Заметили теперь движение какое идет? А это идет движение Башкортостанда. Понятно, это хабировская хуйня. А Татарстанда Фариду копают. Татарстанда хуйня var. Понимаете? Это уже пошло дело по татарам, по башкортам. Заметьте. До этого в прошлом году такая же хуйня прошла по Кашаку. Потом по каким-то еще людям и так далее. А теперь в этом году взялись за женщин, за татар, и потом Хазанов Башкорт. Вот она тоже решили, как говорится, прижать. А это наплыв, заметьте, пошел не с прошлого года, а с того момента, как с 20 числа этот Трамп ебаный избрался. Пошло это движение после Трампа. С какой надеждой? С надеждой, наверное, на Америку, допустим, он может выдать, договориться и выдать. А с Европой, наверное, из той категории, что Европе Трамп надавит, они выйдут. Понимаете, вот из этой категории, блядь. И я считаю, если такая хуйня вдруг где-то что-то проскользнет, в этот момент, я думаю, только один шаг есть. Как кто-то говорил, блядь, как этот Лапти нахуй, Аляудин говорил, нападите там, и вас пусть убьют. Вот из этой категории. Если вдруг такая хуйня произойдет, самим себя, мы же мусульмане, не должны убивать. Значит, нужно напасть на кого-то, чтобы нас кто-то застрелил. Понимаете? Только этот выход спасет нас и тем самым докажет другим, что назад пути нету отсюда. Только такой способ даст нам, как говорится, если они уже ультимативно нахуй, допустим, уехать скажут, только такой способ даст, так скажем, резонанс, наверное, если начнут отправлять вот таких, так скажем, нелюбителей этого узкого мира. Вот только один способ есть, блядь. Другого варианта я не вижу, потому что мы здесь не защищены ничем и никем, кроме Аллаха. Нас нигде тут никто не может защитить, потому что мы им чужие, они нам чужие. Вот и все. Здесь всего лишь идет, если Аллах Талям нас хочет оставить в живых, значит, он будет нас здесь оберегать. Если он пытается нас впустить в какое-то, получается, испытание, значит, нас могут в любой момент тоже куда-нибудь нахуй отправить, что-то сделать и так далее. Вот и все. Здесь другого варианта нету. И наблюдая, вот я прослушаю ее, решил, да, дослушали мы с вами до конца, 4 минуты аж она говорила, я понимаю, что тут только один выход. Значит, на пятки все-таки вот эти действия наступили узкому миру, особенно Путину. И регионы, которые, нации наши, почувствовали, что что-то тут не так. И развал России приведет их разлуки от Москвы. И им будет пизда. Как я вам всегда говорю, Хабировна, Хаминихановна, Башна Лабаз, нахуй, Баскергач. Вот примерно вот это и есть, нахуй, та тема, когда начнут, нахуй, нас по одному вылавливать. Исходя от этого, тут ничего страшного нету. Тут ничего страшного нету, блядь. Один погоду не сделает. Погоду не сделаем мы, понимаете? Но погоду сделает только наше движение. Наше движение должно максимально распространяться, максимально остаться у кого-нибудь на жестких дисках. Чтобы эти слова, если даже нас где-нибудь хапнут нахуй, после нас они продиктовывались, доносилось до народа и так далее. Вдруг что? Потому что кроме, кто меня знает, только знают те, которые сейчас на эфире, кто подписан на меня и так далее. Только они. У меня ни один родственник, вот как раз ее пример беря, это что я вот такой темой занимаюсь. Никто не знает, потому что это не их дело. Это мое личное
призвание, я думаю, это мое личное нахрен, потому что я понял это, другие не поняли, вот и все. А не понимающих, там, весь Башкортостан с Татарстаном, откуда могут мои родственники это понять? Они, да, могут сказать, ну, изюм балясин, да, и все. Вот и все. Они что мне могут сказать? Они скажут, ой, не делай, я послушаю их, я не буду делать, что ли? Не из той категории я просто, блядь, нахуй. Мен тутарам куй клиент, нахуй, и сейчас остановлюсь, что ли, когда мне скажут, ой, не делай, блядь. Нет, так, конечно, блядь, такая хуйня не прокатывает, блядь. Орта Сирия, нахуй, понимаете, блядь, нахуй. Нет такого. Назад